Прекрасным утром, дорогие телезрители! Вы смотрите главный канал Якутии, и мы начинаем новый день. Сегодня на календаре 19 августа, среда. Еще один прекрасный день, чтобы сделать шаг навстречу к своей мечте. Так давайте сделаем его вместе. А прямо сейчас прогноз погоды на день грядущий. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах сегодня в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 7-13 градусов. Днем прогреется до плюс 20. В Заречье в 6 часов утра плюс 8-11, днем плюс 18-19. В южных Улусах утром плюс 8, днем до 15 градусов тепла. В Вилюйских Улусах в 6 часов утра плюс 11-14, днем до 23 градусов тепла. В Нижнеленских Улусах утром плюс 11-12, днем плюс 15-17. В западных Улусах утром плюс 8-10, днем до 23 градусов тепла. В Колымо-Индигирских Улусах утром плюс 4-12, днем плюс 5-16 градусов. В Янских Улусах утром плюс 3, плюс 9, днем до 8 градусов тепла. В северо-западных Улусах в 6 часов утра плюс 5, плюс 7, днем плюс 6, плюс 11. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 5-6 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер южный 4-9 метров в секунду. Днем ожидается плюс 19-21 градусов выше 0. На территории Якутии второй год реализуются национальные проекты. Так, в этом году, например, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в республике будет построено более 180 километров автодорог. О ходе реализации всех нацпроектов каждый якутянин может посмотреть на официальном информационном портале республики. Международная историческая акция «Диктант Победы» пройдет 3 сентября в 85 регионах России и 75 странах мира. Желающие могут проверить свои знания о Великой Отечественной войне, ответив на 25 вопросов. На прохождение теста дается 45 минут. Еще больше новостей вы можете посмотреть на сайте наших коллег Якутия-24. А чем же знаменательна дата 19 августа? Прямо сейчас. 19 августа во всем мире отмечается День фотографии. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1839 году общественности был представлен метод получения отпечатка фото, дагеротипа, прототипа фотографии. Еще один интересный праздник отмечается сегодня – День русской тельняшки. Дата 19 августа выбрана не случайно. Существует мнение, что именно в этот день император Александр II подписал указ о введении новой формы русским морякам, где частью обязательной формы стала нательная рубаха. Также сегодня Всемирный день гуманитарной помощи. В этот день мировое сообщество вспоминает людей, которые потеряли свои жизни, спасая других. 19 августа 1960 года советская ракета вывела на орбиту корабль «Спутник-5», на борту которого находились собаки «Белка» и «Стрелка». Первые животные космонавты вернулись на Землю невредимыми ровно через сутки. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Для вас работает наш WhatsApp номер 8 914 279 22 62. Отправляйте свои приветы, поздравления, пожелания, также утренние новости. А мы продолжаем. На днях в Брянске сильнейшие стрелки со всей России оспаривали звание самых метких и точных в дисциплине спортинг-дуплетная стрельба. Сборная Якутии приехала большими успехами. Об этом нам расскажет заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы и мира, член сборной Национальной федерации спортинга и стендовой стрельбы Аял Макаров. Аял, доброе утро. Доброе утро. Мы поздравляем вас с успехом. Рассказывайте, что за кубок, что за медали? Ну вот на днях в Брянске произошел чемпионат России
Участников было 200 спортсменов. Якутии представлял сильнейшие спортсмены в команде Кобяков Николай, Егоров Игорь и я в группе А среди мастеров. Мгм. Среди ветеранов, суперветеранов выступал Алексей Василий, и среди кандидатов в мастера спорта группы его выступал Андрей э, Кузьмин. Мгм. В команде мы выиграли убедительно. Мгм. Золото взяли без никаких-либо осечек, потому что мои члены команды очень хорошо стреляли. Мгм. Мы готовились. А вот со мной произошел казус. Все время твердили, что я выиграл, я расслабился. Мгм. А потом основной претендент перед концом соревнования подошел и сказал, что ты победил, все, я проиграл. Я был на 100% уверен, что я выиграл. Ага. И пропустил несколько мишеней, Мгм. зайцев, которые по земле бегают. И по всей уверенности пришел, сел уже на радостях, думал, что я выиграл. А потом после протокола оказалось, что он на чашку меня выиграл. Ну, усыпили бдительность. Но Ага. ничего, теперь я никого больше не буду слушать. Ну, Мгм. это, да, Нельзя расслабляться до конца всех да, соревнований. да, Мгм. нельзя расслабляться до конца и никого не слушать. Мгм. И вот таким приемом они меня усыпили, Мгм. расслабили, и я оказался на втором месте. Мгм. Тем Ну тем не ничего, менее, у вас вот, в личном зачете второе место, командой вы, победители. да, командой мы выиграли. Мгм. Вот, что это за вид спорта? Вообще расскажите вот о спортинге. Спорт– это Мгм. стрельба по летающим мишеням. Мгм. Она очень похожа на охоту. Мгм. И а, расстояние до мишени очень разное, скорости очень разные, никаких там стереотипов нету, никаких там и по земле бежит, и летит высоко и низко, Мгм. разными углами. И поэтому спортингисты, вот мы Мгм. очень разнообразные стрелки, ну, в основном очень похожи на охоту. Мгм. И А вы такой сами очень... охотник, по своей натуре? Ну да, я, конечно, как якутянин, я охотник. Я люблю охотиться на водоплавающую дичь. Мгм. И стрелять, конечно, люблю, но в меру. Так, Мгм. подо- А, тренировки у вас как проходят обычно? Вот сколько раз в неделю? По сколько часов? Тренировки проходят перед соревнованиями, ну, в основном 2-3 раза в неделю. Мгм. Стреляю в основном 250 мишеней. Ну, стараюсь работать индивидуально. Мгм. И так как ну, в нашем деле уже мастерство, Мгм. уже в основном работаем на психологию, на зрение. Мгм. Но мастерство уже есть, Мгм. поэтому нам надо сейчас оттачивать А вот именно. сколько времени вам понадобилось, чтобы сработаться со своими членами команды? Но мы вместе тренируемся, очень уважительные отношения, стрелки в основном очень состоявшиеся Мгм. люди, которые очень интеллигентные, культурные. И со всей страны мы очень дружим. Мгм. Собирается, начиная от Крыма до Камчатки. Ну, встречаемся, иногда бизнес ведем, отдыхаем, охотимся. Мгм. Поэтому, То есть дружите по жизни? да, дружим. И очень дружелюбно относимся друг к другу, очень уважительно. Ваши Ну, планы, Аял? Следующие соревнования, к которым вы будете готовиться? следующее соревнование будет это в Москве Мгм. с 11 по 13 сентября. Там будет большое коммерческое соревнование Бородино, Мгм. которое не входит в планы, но там Мгм. очень большой призовой фонд. Но каждый Мгм. год мы занимаем призовые места. В прошлом году абсолютным чемпионом был Николай Кобяков. Мгм. Ну и я был в четвертом в прошлом году, а до этого там все время в тройках. Мгм. И мы тоже готовимся. Там очень сложные полеты, и соберутся Мгм. 300, наверное. Спасибо Это очень большое, Аял. Мы важно. желаем вам
удачи, спортивного духа, азарта. Вся республика гордится вам. Еще раз поздравляем с тем, что привезли в наш регион победу. Спасибо. Спасибо вам большое. Удачного дня. А мы продолжаем наш эфир. И триумф наших спортсменов не единственная победа, которую нам принесли наши земляки. Не так давно состоялся первый дальневосточный онлайн-видеофестиваль «Красиво ДВ». И передо мной сейчас стоит конверт, в котором находится имя обладателя гран-при нашего фестиваля. Гран-при – это 300 тысяч рублей. Обладателем гран-при первого дальневосточного онлайн-видеофестиваля «Красиво ДВ» становится Николай Степанов с работой «Якутский холод» из республики Саха-Якутия. Поздравляю вас, Николай! Я тут на ноги встал, Якутск мой город, я тут живу, Якутск мой город, мой город, я тут родился, Якутск мой город, я тут на ноги встал, Якутск мой город, я тут живу, Якутск мой город, я мой город. Всем привет, друзья! Сегодня за окном минус 45 градусов. Очень холодно, но очень так свежо. С нами на связи обладатель гран-при призов 300 тысяч рублей Николай Степанов. Доброе утро, Николай. Доброе утро всем. Вспомнили, как в минус 45 снимали вот это видео? Да, конечно, я это видео как раз таки спонтанно снял. После работы вышел, по пути домой подумал, почему бы не заснять якутскую зиму. Холод такой стоял, туман. Взял телефон, вытащил из кармана и начал снимать. Ага. Но, к сожалению, быстро аккумулятор сел. А вы любитель или видеографией занимаетесь профессионально? Да, я любитель. Я с прошлого года лета начал снимать. И я, к сожалению, удивительно вообще пришел к этому делу. На самом деле начал увлекаться после того, как получил серьезный перелом руки, кости на финальном поединке по армрестлингу. Сломал, очень сложный перелом был, 2 месяца в гипсе был, и потом надо было восстанавливаться. И вышел на прогулку свою первую по городу. И взял телефон и начал снимать, как я гуляю по городу. И вы можете эти работы посмотреть. Называется «Видео прогулки по городу Якутску». И все так и началось, на самом деле. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Получается, да? Можно так сказать. А вот насколько неожиданной была для вас эта победа? Вообще, вот как решили принять участие в этом видеофестивале? Да, решил принять участие, опять же таки, спонтанно. Мне в социальной сети Instagram мой троюродный брат отправил репост новости о том, что принимает заявки на такой конкурс дальневосточный, первый видеофестиваль. И я изучил положение и решил принять участие, потому что у меня из моих тех видео, за которые я за 1 год снял для своего канала YouTube, нашел 4 подходящих по 4 номинациям. Соответственно, эти 4 видео мои прошли все финальные этапы. Ничего себе, для любителя это очень хороший результат, по-моему. Да. И да, действительно, я не ожидал выиграть гран-при, потому что там уже наши соседи из Республики Бурятия уже лидировали. И я думал, что они выиграют. И узнал об этом совсем неожиданно. Я уже начал ужин готовить, и когда разливал еду, услышал на фоне, что гран-при фестиваля получил Николай Степанов. Что? Я подбежал. И все это было. Точно ли мое имя, да? Да. Может, показалось. Ну вот, победа у вас, вы получили хороший денежный приз. На что вы его потратите? Займетесь ли вы теперь видеографией более профессионально?
Да, действительно, я решил купить все-таки уже видеокамеру, объективы, потому что я снимаю абсолютно все на телефон. Свой смартфон. Вот все мои работы, которые на сегодняшний день имеются, вот они все сняты именно на смартфон. Ага, ничего себе. А вот в ваших творческих планах, вот и я смотрю, вы в основном снимаете прогулки. Ага. Да, да. Какие еще, в каких сферах вы бы хотели еще поработать касаемо видео? Да, я мечтаю попробовать все жанры именно видеосъемок, потому что нужно развиваться, не нужно снимать именно одно направление. Вот, в общем, нужно все-таки развиваться. Мгм. А кто вас поддержал? Наверняка вот узнали ваш брат тот же самый, который репостнул эту новость. Ваша семья, как они отреагировали? Да, на самом деле помощь проявили очень многие люди. Мгм. Это, конечно, с самого первого этапа по голосованию начали помогать люди из моего окружения. Это, получается, моя семья, мои родственники, также совет старост моего микрорайона. Ничего себе. Да, жильцы моего дома, Мгм. подъездов, коллеги на работе. Мгм. Вот. И пошло-поехало, всем рукопожатий, все начали просить своих друзей, тоже родственников. И пошло-поехало. И также помогли еще и журналисты нашей республики. И вообще я выражаю в итоге большую благодарность всем жителям Республики Саха-Якутия, потому что именно благодаря вам я Мгм. победил. Соответственно, хоть сделал небольшой маленький такой шаг, что ли, Мгм. в пользу узнаваемости нашей Республики Саха-Якутия в Дальнем Востоке, в России, ну и вообще в Мгм. мире. Николай, вот не могу не спросить, а кто вы по профессии? По профессии я являюсь государственным служащим, Ага. работаю. То есть это такая отдушина творческая у вас нашла свой Да, выход? это все верно, да, говорить. Это получается творчество, и занимаюсь в свободное время от офисной работы. Мгм. Увлекаюсь. Спасибо большое, Николай. Ваши пожелания вот начинающим видеографам, у тех, кто, наверное, немножко думает, вот у меня просто телефон, я не могу купить себе аппаратуру, но мечтает снимать красивые кадры. Да, сейчас уже не нужно покупать дорогостоящую технику, на самом деле, если вы начинаете только увлекаться фото или видеосъемкой. Сейчас очень развивается мобильная съемка, именно мобилография называется. Техника очень вперед ушла, и в чем плюс смартфона, потому что он у вас всегда в кармане, вы можете сразу вытащить и начинать снимать. И также в самом телефоне можете уже обрабатывать эти фотографии, видео, причем очень неплохого качества. Многие в мире уже профессиональные люди перешли на самом деле на съемки вот именно на телефоне. Даже фильмы снимают. Мгм. То есть главное решиться и начать. Да, главное решиться и начать. Все верно. И самое главное не бояться, что не получится. Просто нужно брать и делать это дело. Мгм. Спасибо большое, Николай, что этим утром подключились к нам в студию, что поделились своей радостью. Мы вас еще раз поздравляем. Вся республика Вам следила спасибо большое. Спасибо за большое. ходом этого фестиваля. Мы надеемся, что увидим ваше имя и в будущих. Хорошо, буду стараться. Всего доброго всем. Всего доброго, счастливо. А мы продолжаем наш эфир. И якутское тревел-шоу «Отмороженное о путешествиях по республике» номинировано на премию «Звезда под рюкзаком» в категории «Этномедиа». Искрящиеся поля снежной пустыни и бескрайние дали затерянной тундры, загадки манящей Арктики и секреты народов, поклоняющихся солнцу. Тысячи километров и никакой цивилизации, только снег и оленья упряжка. Все это здесь. В новом сезоне «Отмороженной» на Крайнем Севере.
2016 года моя коллега Катерина Карпухина с командой отправилась путешествовать не по заграничным курортам, а по родной Якутии. С чего же все началось, нам расскажет сама Екатерина Карпухина, автор и ведущая тревел-шоу «Отмороженное». Привет, Катя, доброе утро. Доброе утро всем. Поздравляю с номинацией. Ой, большое Этномедиа. Вот, рассказывай о своем проекте, с чего все начиналось. На самом деле проект начался очень и очень давно. Сейчас вот я понимаю, что в первый раз мы отправились в путешествие в декабре 2015 года. Это вот в декабре 5 лет будет. Но идея сама, конечно же, зародилась намного-намного до этого. Мне потребовалось пара лет, наверное, чтобы все-таки прийти к тому, что начать путешествовать, начать снимать и в результате вот делать такой, как оказалось, интересный для зрителя проект. Мгм. Вот мы смотрели, сколько улусов ты посетила. Там, по-моему, ты все уголки Якутии объездила. Нет, к сожалению, нет. Якутия очень-очень большая. Мы Ага. посетили всего 19 районов. У нас подготовлено было 19 программ. Их можно найти на нашем ютубе «Отмороженное». Но даже когда ты посещаешь один район, ты все равно не сможешь посетить все точки, которые там есть, потому что, ну, сами прекрасно знаете, Республика Саха-Якутия — самый большой регион нашей страны, огромнейшая территория. И иногда просто даже инфраструктура не позволяла, да, отправиться в какие-то интересные места. В первую очередь мы посещали административный центр, чтобы показать, как живут в центре. Но на этом наше путешествие никогда не заканчивалось. Обязательно надо выехать в какую-то деревушку подальше. Желательно прям очень-очень-очень далеко подальше. И вот, собственно, когда ты уже выезжаешь из административного центра, у тебя картина больше складывается о районе. И поэтому мы, конечно же, не могли посетить все-все-все места в районе. И когда ты приезжаешь зимой, это одно. Когда ты приезжаешь летом, это, мне кажется, уже совсем другой район. Поэтому, в принципе, можно путешествовать и путешествовать еще очень-очень много лет по нашему бескрайнему краю. А какие районы улусы тебя впечатлили больше всего? Вот сейчас, вспоминая, я могу точно сказать, что мне очень понравился Верхоянский район. Я, конечно же, знала, что он туристический, потому что горы Киселях — это прям наша якутская Мекка, можно сказать. Но помимо Киселяхов я увидела разлом Батагайка. Это вот такое место, где вот ты просто идешь, и у тебя под ногами земля трещит. Ты вот видишь вот этот вот разлом, этот огромный разлом в Мечной мерзлоте, ты видишь вот эти вот слои, ты знаешь, что внутри, внизу, там вообще своя экосистема уже, там свои пещерки, озерки такие маленькие, ну не озерки, а речушки как бы такие. Ты можешь туда спуститься. И просто внизу это одно ощущение, наверху это абсолютно другое ощущение. Ты видишь ученых, которые приезжают со всего мира, чтобы изучить вечную мерзлоту в разломе. Это уникальное явление. Это, ну, разлом он огромный, действительно. Ты можешь даже найти кости там. Потому что как бы, кости древних животных, они там, когда дальше разлом, получается, ломается, они там выходят наружу. Это тоже такое, вообще никогда не испытывала такого чувства. Это очень интересно. Помимо этого, у них есть гора Кистер. Вообще там очень много лагерей, ГУЛАГ. Это отдельная тема, естественно. Мы не посещали, там были лагеря, которые прям совсем далеко сохранились в идеальном состоянии. Мы посещали лагерь, расположенный на горе Кистер. И это тоже уникальное место. Во-первых, дорога. Она идет по самой тайге. Там есть даже у них легенда, что вот сам Сталин начертил по карте дорогу, поэтому дорога прямая, как стрела. И ты когда едешь уже к этой горе, ты вот прям по серпантину. Я такого у нас в Якутии не видела. Я не особо много ездила по территории, где располагается хребет Черского, но тем не менее, вот там просто можно доехать реально. И ты едешь, и ты смотришь вот на эти горы, которые они реально друг за другом идут. И это еще был август месяц. Катя, а вот до проекта «Отмороженное» ты ездила по Якутии? До проекта? Нет, я была только в Мекке-Такангаласском районе, потому что это родной район моего отца. Детство проводила в Нижнем Бестехе, и все, это мой максимум. То есть так совместила полезное с приятным, да?
Да. А какие уголки еще бы хотелось посетить, ну, в рамках проекта, либо самой? Вот куда ты еще У не меня есть добралась? мечта Мгм. посетить Мумский район. Ага. Потому что горы, потому что очень хочется, потому что там действительно такая красота, очень сложно добраться. Но я верю, что когда-нибудь я и Мумский район посещу. Ну и вообще, конечно, Нижнеколымский, наша Арктика — это отдельные слова. Когда ты видишь тундру, ты ее уже никогда не забудешь. И вот поэтому мне очень хочется увидеть цветущую тундру, и я очень хочу увидеть Нижнеколымский район. Мы так чувствуем, что тебя тянет к северу, на север, да? В северный Ну район. да, это как болезнь такая. На самом деле я путешествовала по Якутии летом и зимой, я поняла, что летом очень сложно из-за комаров. Мне намного сложнее путешествовать летом. Лучше уж пусть мороз кусается, чем комары. Поэтому зимой и вот эта вот краска, вот этот вот белый цвет, который он имеет, ну, действительно, миллионы оттенков. И когда ты это все видишь, это все так красиво сочетается, ну, это просто красота, которую фотографиями или видео не передать. Это надо А что за действительно быть и чувствовать. премия, вот «Звезда под рюкзаком»? Ты сама туда подала заявку или как все произошло? «Звезда под рюкзаком», я вообще про эту премию не слышала, на самом деле. Я знала, что у них, получается, каждый год проходит слет в Москве. И в этом году они решили учредить вот такую вот премию. «Звезда под рюкзаком». И там было несколько номинаций. Гран-при, этномедиа, что-то еще. Я не помню, их очень много на самом деле. И как бы туда проект, получается, мог отправить любой желающий, который посмотрел чье-то путешествие, вдохновился им. Либо ты сам мог отправить, либо они сами отсматривали. И на самом деле я удивилась, когда вот совсем недавно мне пришло письмо от организаторов. И они написали, что вот проект нам очень понравился, вы такая живая, интересная, нам действительно захотелось увидеть Якутию, увидеть север, и поэтому мы вас номинировали вот именно в номинации «Этномедиа». Вот именно в ту номинацию. Спасибо, Катя. Мы напомним нашим можно проголосовать для нас. Да, напомним нашим телезрителям, что голосование длится до 20 числа. Еще есть время проголосовать за якутский проект «Отмороженное». Удачного тебе дня, спасибо. На этом наш эфир подходит к концу. Мы желаем вам хорошего дня. Улыбнитесь этому дню. И далее наш эфир продолжат мои коллеги Талина Константинова и Петр Кулаковский.